Ну все, закончили расставляться, что ли? Ну посмотрим, где начнет клевать, да? Ты уже поймал что-то, Колян? Юра, у тебя вон флажок. Иди, у тебя флажок сработал. Горит? Да. Горит. Иди. Ага. Сейчас все положу, тоже подойду. У Юры уже сработал флажок. Опа! Багор есть, да? Пошлите. Первая сработка. Сработало, но не мотает. Ничего нету, да. Есть. Маленький. А, ничего себе. Ага. Юра старый специалист в этих вопросах. Поводок, хлам. Резко буквально. Ага. Вот у нас и первая поклевка. Ребята, только закончили расставляться, и дядя Юра уже поймала громадную щуку. Судака, наверное. Судака? Ага, вон видно подо льдом. Лед прозрачный. Пойдет. Ну, нормальная щучка. Кило с чем-то. Да, смотрите. Багор, Володь, доставай. Ты так вытащит. Как так Понял, вытащит? какие поводки? У дяди Юры самодельные. Ну, более. Вот тебе раз. Вот кто настоящий рыбак. Ну, видишь, он промерит сперва все, не как мы наляпом нахуй подряд все. У него флюорокарбон тоже, да? Я думаю, да. Хорошая щучка, ребята. Огонь. Это лед увеличивает как-то. Багор волос. Куска. Лунка сотка, да? Опа! Ну чё, с почином? Пятерочку. Красава. Ну хорошая щучка, ребята, за килограмм. Рыбалка началась пузатая. Будем надеяться, что клев у нас сейчас как начнется. Живец какой был, Юр? Юр! Живец-то какой был? Живец кто? Гальян. Весы? Гальян? Гальян, да. На гальяна. Вот так вот. Средний гальян. Неплохо. Уже не с нулем. Клюнула за самый краешек. Он. Хоп, и все. Могла сойти. Могла сойти, но у дяди Юры хрен сойдешь. Твоя. Смотри, не провались. Давай. Ребята, всем привет. Мы снова на рыбалке в Темниковском районе, на реке Мокша. Поставили жерлицы. Как вы уже видели, нам удалось поймать первую щучку. 8 часов закончили расставляться. Мы четвером. И у нас сегодня рыбалка на жерлице. Ну и попробуем еще подловить что-то, может быть, на безмотыльные приманки, так скажем, на безмотылку. Живца нам к этой рыбалке предоставил магазин «Привал», который находится, значит, в торговом центре «Атриум» на первом этаже, где вы можете приобрести карасиков разного калибра, маленькие, средние, крупные, гальян также из приманки, ну и, соответственно, разные приманки для зимней и летней рыбалки, палатки, экипировку и все остальное. Рекомендую заглянуть в магазин «Привал». Все, ну мы начинаем. Будем надеяться, что сегодня нам удастся оторваться по щуке. Очень хочу. Последние разы не совсем получалось у нас, поэтому очень хочется поймать щуку на жерлице. Поехали. Жерлицы поставили, значит, и по левому берегу реки, и по правому. Лед вроде бы как бы безопасный, но и в то же время опасный, потому что
тепло, скоро Новый год. А снега у нас еще, ребята, пока нету. В это место мы уже приезжали пару недель назад. Здесь стояли сети. Вот видно, наверное, вот как-то вот по кромке вот по этой стояла сеть. И по тому берегу тоже стояла сеть. Сегодня сетей нету, но много обрывков сетей, которые вморозили, видимо, в лед. Что-то вытаскивали, что-то оборвали. То бишь, ну и потом осенью, летом, когда мы будем рыбачить на спиннинг, все эти куски будут намотаны на корягах, и мы с вами будем цеплять за них свои приманки. Вот такая вот жесть творится на реке. Люди ловят сетями, видимо, хотят есть. Ну, бог им судья. Ладно, будем ждать поклевочек. Ребята, не прошло и полгода. У Юры снова клюнуло где-то в том же месте, походу даже на ту же жерлицу. Бежим, взяли багор. Давай. Нет, вот на эту, наверное, прошлый раз, первый раз клюнуло, да? А? А, та же самая, да? Та же самая. Слушай, у них здесь, наверное, гнездо. Не мотает? Мотает? Фу. Вот не логово тут. У них тут гнездо, наверное. У Юры самодельные жерлицы. Все на них клюет у него. Нету. Пустая, да? Ага. Ну ладно. Пробежались хоть. Сидим на безмотылке, не клюет. Поймали пару плотвичек маленьких живцового размера. И все, и тишина. И не клюет. Здесь подо льдом вот коряга мощная, здоровая. Лед прозрачный. Наверное, они здесь, может быть, крутятся, щучки. Ну ладно, что. Пошли теребонькать мормышки. Еще одна сработка, ребята. Бежим посмотреть на Вовкину. Да, лед прозрачный, как будто перволезие, блин. Что, есть? Вымотало полностью, да? Вроде есть. Есть вроде, ага. Я не вижу, но здесь мелко, слушай, дно-то видно. А, вон идет, хорошая, хорошая, вон идет. Ребят, вон, смотрите, вон она под водой. Подо льдом. Устала уже. Устала, да? Хоба! Ура! Ура! Такая же, как... Тарелка. О, смотри, на ней какие крупные пиявки. Крупные пиявки. Начала ходить, а ловить. Ага. Такой мили. Так, уже неплохо. В ноль. А я не увидел, только сейчас сработало. Только сейчас сработало? Нет, она Сейчас вся сработало, вымотала. только Тут, сейчас. ну смотри, сколько она лет вымотала. Ага, ничего себе. Ну ладно, может расклюется. Время-то уже, блин, часов, наверное, 10-11. Нет, куда она ушла? Да. И вот такая щучка, вся в пиявках, ребят. И пиявки крупные, смотри, на них можно рыбачить, наверное, нет? Смотри. Да-да-да, на них можно ловить, наверное. Омуль будет клевать. Отлично. Живец плотва была. На карасика что-то у нас не клюет. Нет. Не, вот. Сжимай. И она сама открывает. Опа. Во.
Ты так ее, смотри, дай я тебе покажу, Юр, смотри, вот так вот отсюда берешь, чик, 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 и вот так вот. Как понял прием? Виртуоз. Да, я. Ну все, чё? Отлично. Может, сюда надо переставиться? Видишь, что как мелко. Но тем не менее клюет. Ну не особо мелко-то, как бы нормально здесь. Ну там уже начинает его, вот к тем подойди, живец уже вытянутый. Видно его прям, идет, вот. Ага. Вот здесь, ребята, тоже вморожена сеть. Видимо, вся полностью. Отсюда вот подо льдом прям прозрачно видно поплавки. Трепыхается вон там трава на ней. И вморожена сеть. Все, не смогли ее вытащить. Ячейка вот такая вот, видно вам? Сколько это? 50-ка? Четверка, 40-ка или 50-ка. И пошла вон туда. Видел там рыбки маленькие? Да, все, вморозили сеть, ребята. Браконьеры. Да. Есть. Подо льдом. Все, и вот идет. Ну, сколько вот они китайские сети? Метров 100, 200. Вот она все идет. Вмороженная сеть. Мерзло. Вмерзла, да. Дьяволы. Сработала жерлица. У меня прям на глазах Вовкина. Но что-то не мотает. Подождем. Вовка убежал куда-то туда. Посмотрим пока. Есть, что ли? Есть, ребята. Оба, небольшой щупачок. На Вовкину, блин, не крутил нифига. Опять, блин, на Вовкины снасти поймал, пока Вовка убежал. Ну что такое-то? И нету отцеплялки. О, ребята, этот насмерть. Он вон что заглотил, как крючок. Уже у него там он это, до свидули. Если бы еще подождали, он бы начал бы его, наверное, это выкакивать. Оставим у Вовки карцанг. Вытащит. На карасика не клюет, клюет на плотву. Печалька. Подловили несколько плотвичек, я перезарядил вот на 2. Посмотрим. Так, ребят, экстренный вызов. Сработали жерлицы на дальнем кордоне. Группа быстрого реагирования выдвигается на проверку жерлица, которые находятся выше по течению. Володя перетащил туда 5 штук. И сейчас в бинокль увидел, что одна сработала. Думаем, что кило на 5. Может больше. Сирену включай. Бегом, бегом, бегом. Где, которая? На той стороне не вижу. Где? Вон та. Пойдем, ничего себе тут. Хоба, бег с препятствиями. Оба, оба, оба. Оп. Кого? Живца? Ну сбегаешь еще разок наверх.
Скорей, скорей. Так, а жерлицы у нас стоят внизу по течению, вон там. И Володя через бинокль увидел, что сработала жерлица. Ну, самый крайний. Третий, крайний, вон там. А, он еще есть, да? Я вчера на это Все, уже начала в лунку утаскивать. Блядь, нет. Нет? Она бы размотала до конца, если бы там была. Просто сбила. Да. Вот собака она. Фу, ложный вызов. Ложный вызов, да. Капец, блин. Ну вот. Сработала жерлица. Володя уехал опять проверять дальние жерлицы. И видим, как щука вот ходит здесь, но не разматывает. Это не поймем, выплюнула ли или нет. Выплюнула? Ну давай проверяй тогда, что ж теперь. Подзамерзла она. Ага, ну мы видели, не крупная была, да? Маленький щурок. Прям лед прозрачный, видно было, как она, видимо, напугалась нас. Блин, нету снега, блин, прозрачный лед, рыба боится. Надо было, может быть, издали еще подождать. А мы сразу, ну не бежали, подошли спокойно, блин. И она выплюнула. Ну все, ребята, что могу сказать? В очередной раз я лососнул тунца. На мои жерлицы я не увидел ни одной поклевки. Значит, Володя поймал одну щучку, Юра поймал одну щучку. Но маленьких я не считаю, мы их отпустили. На безмотылку, как мы ловили здесь ершей, не видел смысла вообще снимать. Поэтому вот такая вот очередная у нас маленькая сляпанная рыбалка. Точнее, она маленькая у вас, мы-то весь день провели на льду. Вот, ну, как говорится, день на рыбалке в счет жизни не идет. Вот так вот, самое главное — процесс. Все, на этом пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх-вниз и увидимся на рыбалке. Пока-пока.